Строительная компания «Альфа Курулуш» занимается в основном строительством домов эконом-класса. Площадь самой большой квартиры в домах, которые возводит эта компания, не превышает 70 квадратных метров, а самая маленькая – 30 квадратов. Компания только заливает монолит на 9-м этаже строящегося дома, а на нижних этажах уже возводятся кирпичные стены. По словам прораба стройки Бактыбека Султанова, перед началом строительства проект дома до мелочей изучается специалистами. У каждой арматуры и проволочки есть своя функция. На местах, где будет растяжение, ставится рабочая арматура. Вспомогательная арматура собирает все напряжение и передает его на рабочую арматуру. Бетон работает на сокращение, а арматура на разрыв. Арматура разрывка иштейт, үзүлүүгө иштейт да, кыргызча айтканда. По словам специалистов, все высотные дома в Бишкеке строятся по монолитной системе. Согласно технологии, сначала бетоном заливается каркас здания, и только после этого возводятся стены и вставляются окна и двери. В таком методе строительства основную роль играет бетон. Он должен быть высокого качества. По словам представителей строительных компаний, бетон и другие материалы закупаются в готовом виде. Поэтому за качество стройматериалов вместе с компаниями должны отвечать и поставщики. На самом деле сейчас на строительной площадке бетон никто не мешает. Есть бетонные заводы, которые привозят уже готовый раствор, вот, и он заливается за один день, там можно, в общем-то, весь этаж залить, да? Вот, поэтому вот это вот, как раньше мы на стройке, там цемент, там песок, бетон, вода, вот это мешалось, пропорции не соблюдались, но это как бы при индивидуальном строительстве оно ведется, при высотном строительстве нет. Несмотря на это, ученые отмечают, что строящиеся многоэтажки не отвечают необходимым требованиям сейсмической безопасности. Новостройки возводятся прямо на тектонических разломах. Никто им не запрещает это. Если произойдет сильное землетрясение, то в первую очередь пострадают дома, построенные на тектонических разломах. Как вы знаете, у нас в городе много жилмассивов. Сейчас их уже больше 50. К сожалению, качество частных домов, строящихся там, низкое. Они строят абы как, из глины. Если будет сильное землетрясение, и эти дома будут разрушены. По словам некоторых специалистов, качество возводимых многоэтажных домов целиком и полностью зависит от качества используемых материалов и от соблюдения или несоблюдения строительных норм. А вопрос о сейсмобезопасности рассматривается во вторую или третью очередь. В качестве примера они приводят возведение 30-40 этажных сооружений в Японии, которое считается самой сейсмоопасной зоной в мире.